Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В нерабочие дни медицинские учреждения Якутии работают в штатном режиме, но с некоторыми ограничениями. Расскажем, какими. ЮТР пришла в Якутию. Пятая по счету авиакомпания начала совершать пассажирские полеты из Москвы в Якутск. Уникальные архивные документы и многое другое. Завершается работа над книгой, посвященной столетию постпредства Якутии при президенте России. 287 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 142, в Алданском районе 16 случаев заболевания, в Мердинском 14, в Жиганском 10 случаев, в Усть-Алданском и Хангаласском районах по 8, в Мегино-Кангаласском, Аймеконском и Оленёкском по 7, в Булунском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Алекминском районах по 5 случаев заражения. Еще в 14 районах от 1 до 4 заболевших. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября медицинские учреждения Якутии работают в штатном режиме. Ограничения коснутся только профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Полным ходом в поликлиниках столицы проходит вакцинация от COVID-19. В первой поликлинике Якутска вакцину получило уже 68% населения. Это более 300 тысяч человек. В выходную неделю эта работа будет усилена. 30-31 октября у нас была акция «Ночь в Сирке», ночь вакцинации в Сирке, где прошло 354 человека. Но такие выезды, значит, себя оправдывают. Принимаем и прикрепленных, и улусных всех. И у нас больше проходит, но 180 человек иностранных граждан прошло за все время вакцинации. Ограничения в работе в выходную неделю коснутся, к примеру, профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения для того, чтобы усилить вакцинальные бригады по всему региону. У нас вакцинация в эти дни будет работать в усиленном режиме и будет увеличено количество прививочных бригад. То есть вакцинация будет проходить без выходных. Только в Якутске развернуто 19 вакцинальных пунктов. Помимо поликлиник, они будут размещены и в общественных местах. Так, сегодня глава региона Айсен Николаев лично проверил работу одного из пунктов ТРК Туймада. Здесь ежедневно прививаются по 50-60 человек. В городской поликлинике номер 3, где также побывал глава Якутии, только за выходные привили порядка 300 человек. В нерабочую неделю ожидают до 700 человек ежедневно. На сегодняшний день по территории нашего обслуживания нашей больницы мы привили порядка 60%, которые должны были быть привиты. Вчера буквально получили последние, рекомендации по проведению вакцинации Российской Федерации, где рекомендуется проведение ревакцинации спутником Лайт. Спутник Лайт мы с сегодняшнего дня будем использовать только для ревакцинации, а другие для вакцинации. Без изменений в графике в выходную неделю будут работать и экстренные медицинские службы. Это станция скорой помощи, экстренной офтальмологии, травмпункт и стоматологический центр. Они будут принимать экстренных пациентов в круглосуточном режиме. Также узкие специалисты в поликлиниках, согласно приказу Минздрава, будут работать 1, 3 и 5 числа. Это в поликлиниках. А плановая помощь в стационарах, решение принимает руководитель медицинской организации в зависимости от выполнения объемов плановых. Поликлиники в эти дни также усилят неотложную помощь, то есть выездных бригад для температурящих и больных с ОРВИ станет больше. Согласно приказу Минздрава, поликлиники также будут вносить свои коррективы в график работы, кроме 1, 3 и 5 ноября. В эти дни помощь специалистов, в том числе и узких, должна быть организована в полном объеме. Более подробную информацию можно узнавать по единому номеру колл-центра Минздрава. Кстати, он изменился на 122. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Вопросы развития авиатранспортного комплекса Якутии стали главной темой для обсуждения во время визита в регион руководителя Росавиации Александра Нерадько. По словам Айсена Николаева, для такого большого региона, как Якутия, авиационное сообщение во многом носит безальтернативный характер.
Среди основных вопросов, которые поднимают региональные власти, субсидирование авиаперевозок, а также перелетов внутри республики. В настоящее время этот вопрос решают на уровне федерального ведомства, что должно снизить стоимость авиабилетов для жителей Якутии. Новые маршруты, новые направления для того, чтобы нашим жителям было удобно, во-первых, летать между пунктами на территории России, минуя Москву. Такая задача поставлена президентом Российской Федерации. Ну и, конечно, развитие авиаперевозок с целью обеспечения доступности для различных категорий граждан, для всех категорий граждан, что предусмотрено, в общем, приложениями к постановлению правительства Российской Федерации. Оно у нас называется 215-е постановление правительства. Вот это самая главная тема. Для того, чтобы нам развивать эти перевозки, нам нужны воздушные суда. Поговорили о проблемах поддержания летной годности того авиационного парка, который находится сейчас на эксплуатации в авиакомпаниях, полярные авиалинии, Якутия. Вот. Ну и, конечно же, вторая главная тема, что нужно для развития авиаперевозок, это, конечно, сеть аэропортов. Пятая по счету авиакомпания начала совершать пассажирские полеты из Москвы в Якутск. ЮТЭйр пополнила ряды дальневосточных компаний, которая будет привозить якутян в центральные города России. Подробнее в материале Дмитрия Тымырова. 4:20 утра международный аэропорт города Якутска принимает первый широкофюзеляжный самолет Boeing 767-200 авиакомпании ЮТЭйр. Это историческое событие стало возможным благодаря обновлению взлетно-посадочной полосы Якутского аэропорта. Авиакомпания давно планировала приступить к выполнению рейсов из Москвы в Якутск. Но наши планы срывались то из-за начала пандемии, то реконструкция аэропорта Якутска не позволяла начать выполнение нашего рейса. И вот, наконец, все завершилось, и необходимые подготовительные процессы пройдены. И мы с радостью готовы сообщить, что прямые рейсы, начинается уже с 1 ноября, будут выполняться трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и воскресеньям, на воздушном судне Boeing 767-200. Воздушное судно имеет 249 посадочных мест. И вот сегодня первым рейсом в столицу региона из Москвы прилетели 184 пассажира. Для первого рейса это очень хорошо, хороший показатель. Надеемся, что пассажиры будут летать стабильно, с полной загрузкой. Для компании это важный рейс, нужный рейс. Будем трудиться. Пассажиры рады не меньше, ведь рейсов из Якутска и обратно стало больше. И что немаловажно, у ЮТЭйр цена на билеты на порядок дешевле, чем у конкурентов. Нужно расширять вот именно авиаперевозки, особенно вот в центральной части России, потому что рейсов не хватает, цены очень дорогие, поэтому были очень рады воспользоваться именно. То есть, получается, ЮТЭйр предлагает как бы альтернативу, и билеты относительно дешевые и так далее по сравнению с другими авиакомпаниями? Ну вот когда именно я искала, да, относительно. Сколько вы, если не секрет? И обратно получается 14 тысяч. Я очень рада, что ЮТЭйр начала летать в Якутию. Это очень удобно, классно, мне кажется. По сравнению с другими авиакомпаниями здесь были билеты дешевыми, поэтому решила купить билеты ЮТЭйр. Действительно, цены на билеты у авиакомпании начинаются от 6,5 тысяч. При этом ЮТЭйр предоставляет новую для якутян услугу. Также на нашем борту предоставляется услуга «Спальный ряд». Приобретение данной услуги возможно непосредственно в аэропорту, уточнять надо перед вылетом. При этом вылет из Москвы у нас планируется в 15:35 местного времени. Прибывает самолет в Якутск в 4 утра местного времени, а вылет из Якутска в Москву в аэропорт Внуково осуществляется в 6 утра по местному, и прилетает он в 7 утра местного московского времени. И вот сегодня на обратный рейс борт уже взял 227 человек, которые с комфортом и новыми впечатлениями полетели в Первопрестольную. Отметим, что ЮТЭйр стала 5-й авиакомпанией наравне с Аэрофлотом, S7 Airlines, Алросой и Якутией, которые совершают полеты из Якутска в Москву, и 10-й авиакомпанией, которую обслуживают в аэропорту столицы региона. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Завершается работа над книгой, посвященной столетию постоянного представительства Якутии при президенте России. Редактором издания выступит журналист, публицист, заведующий кафедрой журналистики филфака СВФУ Олег Сидоров.
Новое издание будет опубликовано в формате научно-популярной книги-альбома. В него войдут материалы из Российского государственного архива политической истории, фотоиллюстрации, ранее неизвестные широкой публике. Книга увидит свет в марте следующего года. К вековому юбилею постпредства Якутии в Москве также готовят и документальный фильм с участием постпредов, возглавлявших работу ведомства с 90-х годов и по настоящее время. Также объявлен конкурс на создание музыкального произведения, посвященного этой знаменательной дате. Мы хотели бы показать деятельность постпредства, увязывая в целом с развитием общественно-политической ситуации в стране, как республика, там делала шаги в экономике, общественной жизни, политической. Поэтому концепция немножко другая, чем те книги, те альбомы. Но в любом случае, конечно, книга должна быть интересной и читабельной. Сбербанк, самый востребованный банк страны, выпустил очередной продукт – кредитная Сберкарта на выгодных условиях и с максимальным кредитным лимитом. Может стать отличным вариантом для покупки того, о чем мечтали так давно. О новом продукте Сбербанка далее. Вы давно мечтали о новом телефоне, сделать ремонт в квартире или съездить в отпуск, но при этом не залезть в долги, то в этом случае вас может выручить новая кредитная карта от Сбербанка. У нового продукта не только большой льготный период по сравнению с другими банками, но и бесплатное обслуживание. На сегодняшний день наш новый продукт – это кредитная Сберкарта. Это 120 дней без процентов. 1 месяц вы можете полностью тратить, и 3 месяца у вас есть на погашение. Так можно делать сколько угодно раз. Это привлекательные процентные ставки от 9,8 годовых на отдельные индустрии и бесплатные перевыпуск, обслуживание, ведение счета, СМС-информирование и мобильный банк. Достаточно крупные лимиты до 1 миллиона рублей и возможность бесконтактной оплаты в любых точках торгово-сервисной сети. Оформить кредитную Сберкарту можно в любом офисе банка, а их в Якутске 11, причем 7 из них готовы обслужить вас и в субботу. Для оформления карты нужен только паспорт, а начать пользоваться ей можно еще до получения в этот же день. Константин собирается приобрести новый телефон, но у него нет нужной суммы. Узнав о новом продукте Сбербанка, тут же, не задумываясь, решил оформить себе кредитную Сберкарту. Кредитную карту я оформил только что в этом офисе Сбербанка. Почему я выбрал Сбербанк? Потому что самый наиболее пользующийся спросом. Меня очень порадовала процентная ставка. Мне очень подробно и четко объяснили все условия. Так что кредитная карта – это вариант на случай больших покупок и непредвиденных трат. Сегодня многие давно используют ее для ежедневных покупок. Новая кредитная Сберкарта – как раз тот продукт, который создан помогать каждый день. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.